10 миллионов сомов. Эту сумму назвали еще вчера, мол, на инаугурацию уйдет именно столько денег, а может и больше целых 15 миллионов. В четверг днем после объявления даты церемонии вступления в должность Садыра Джапарова в Бишкеке на правительственной трассе провели репетицию. Для этого перекрыли дорогу от резиденции до филармонии. Этого вызвало бурю критики в адрес правительства. И вот сегодня Садыр Джапаров заявил, что отказывается от кортежа и 10 миллионов сомов на мероприятие тратиться не будет. Суть инаугурации в том, что президент дает присягу, получает поздравления и так далее. Это самое главное, поэтому проводить церемонию обязательно. Всего было выделено 10 миллионов сомов, что выходит не очень затратно. Деньги только на самое необходимое, на организационные вопросы и обеспечение гостей. Я считаю, что расходы нормально предусмотрены. Такой большой экономии не было, исходя из пандемии в мире. С другой стороны, не проводить совсем инаугурацию, это нельзя. Мировая практика то, что нужно обязательно привести к присяге кандидата, который вступает в президентскую должность. Каждая страна сама определяет процедуру инаугурации, где, когда и как будет она проведена. Во время процедуры инаугурации президент в прямом эфире приносит присягу. Садыр Джапаров же в свою очередь отказался от пышных празднований, фуршетов и не приглашал других глав государств. Президент выйдет, выступит и принесет присягу. Почему же важна инаугурация? Как говорит политолог Алмазбек Акматалиев, инаугурация имеет общественно-политическое и правовое значение. Это очень значимое политическое событие. Каждая страна, каждое независимое государство, она сама определяет ту процедуру и тот сценарий, по которому должна происходить инаугурация. Инаугурация, она имеет, если обобщить, два очень больших значения. Это общественно-политическое значение этой процедуры и правовое значение. Общественно-политическое значение, что мы имеем в виду? Что избранный народом президент перед представителями своего народа, сейчас это уже в 21 веке, в прямом эфире, приносит присягу. Сегодняшнее положение в Кыргызстане очень сложное, поэтому если инаугурация пройдет просто, то было бы хорошо как и для народа, так и для страны в целом. По словам политолога Чолпонбека Абыкеева, мы должны думать не о том, как будем праздновать, а о том, как будем дальше работать. Например, кыргызский народ очень любит ой, поэтому лучше отказаться от таких мероприятий. Впрочем, расходы на инаугурацию все же будут, но незначительные. Говорят, это будет самой скромной церемонией вступления в должность Садыра Джапарова, чего не скажешь об инаугурациях предыдущих президентов. Первый президент Аскар Акаев правил страной 15 лет. За это время он принял участие в 3 инаугурациях, однако данных о его расходах в открытых источниках нет. На инаугурацию же Курманбека Бакиева из госбюджета был выделен 21 миллион сомов. Большая часть денег ушла на ремонт. К примеру, 12 миллионов сомов было потрачено на ремонт фонтана возле Белого дома, ремонт государственной резиденции Ал-Арча, оснащение оборудованием большого зала Белого дома. Оставшиеся 4 миллиона сомов пошли на концерт с участием российских звезд. Торжественное открытие состоялось на центральной площади Алато и собрало 10 тысяч человек, в том числе иностранных гостей. Когда Бакиев был переизбран президентом в 2009 году, на это мероприятие было потрачено 20 миллионов сомов. Инаугурация Розы Отунбаевой, пришедшей к власти после Курманбека Бакиева, состоялась в Национальной филармонии имени Токтоула Сатылганова. Известно, что на церемонию было потрачено 9 миллионов сомов. Инаугурация Алмазбека Атамбаева, вступившего в должность в 2011 году, обошлась в 10 миллионов сомов. Торжественная церемония открытия состоялась в Национальной филармонии имени Токтоула Сатылганова. На подготовку и проведение церемонии приведения к присяге Сооронбая Джейнбекова израсходовано 8,5 миллионов сомов. Мероприятие прошло в государственной резиденции Ал-Арча 3 года назад. Инаугурация Садыра Джапарова будет особенной, максимальный минимализм. Пандемия тоже внесла свои коррективы. Главы других государств не приглашены на инаугурацию. Напомним, церемония инаугурации состоится в четверг, 28 января. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.